Ну что, друзья, какой красивый вид. Именно с него мы начинаем наш выпуск. Мы сейчас видим, как поход рукавишников идет в Нижних Бестях. И мы, соответственно, находимся на выходе из речпорта. Ну и сегодняшний наш выпуск, испытанный на себе, на нашем телеканале Якутия-24, будет посвящен именно реке Лена и непосредственно, потому что, ну, я думаю, все знают, что дно у реки Лена песчаное, и оно имеет такое свойство, как изменения, да, происходят различные. И для того, чтобы судоходство проходило по плану, навигация, тогда на помощь приходят вот подобные суда. И давайте познакомимся. Алексей Афанасьевич, командир землесоса «Витим». Здравствуйте. Алексей Афанасьевич, сразу вот землесос и земснаряд. В чем разница? Земснаряды – это многочерпаковые. Они черпают воду и работают на каменистых днах. Угу. А землесосы вот сосуд именно песок добывают. Угу. То есть... Грунт песчаный. Ну и бывают гравийные песчаные. А земснаряды многочерпаковые, они на гравии в основном. Ну я почему спрашиваю, да, вот сразу, да, потому что, в принципе, вот, ну, в городе, когда вот в народе, да, вот говорят, вот земснаряд, и как бы получается, есть все равно подразделение, да, разделяется здесь, так как это принцип того, что засасывается песчаное дно и перемещается в другую сторону, да, как бы, а земснаряд это нечто другое получается. В целом, вот в чем заключается работа вашего судна? Углубление судового хода и очищение судового хода от мелких мест. Где обмелело, да, мы приходим и убираем грунт. Какие вот основные характеристики, потому что мы вот сейчас, наш предыдущий выпуск был посвящен небольшому судну, да, ваше судно гораздо больше, да, тут большая рубка, здесь больше людей, да, может находиться, и в целом вот именно как оборудована ваша рубка, в том числе, вот что здесь есть и чем можно управлять? Вот за которым пультом я сижу, это судоводительский пульт. Вот здесь это обороты, добавление оборотов на винты. Ну, включаешь через редуктора, работают винты, и все, и приводит в движение землесос. Вот сюда вперед, сюда назад. Это вот рули. Здесь у нас независимые насадки. Почему два руля, да? Да, потому что они друг от друга не зависят. Ну, имеется в виду, по раздельности работают. Раздельные насадки. А для чего это сделано? Крутящие. Ну, для удобства разворачиваться легче, быстрее. Так, и я вот тут штурвал не видел, да? То есть у вас вот штурвал. Вот это и есть штурвал. Есть, да. Так, а это дноуглубительный пульт. Здесь вот управление лебедками. Вот это управление становой лебедкой. Это вот она большая вот лебедка. Впереди, которая. Сейчас я вижу, что она крутится, да? Когда она тянет нас вперед? Вперед тянет, да. Очень медленно. Вот да? это правая папиллионажная лебедка, это вот она, вот справа. Она тоже крутится. Все синхронно, да? Да. Надо отметить, да, вот, друзья, ну вот с предыдущего выпуска мы рассказывали уже, вот если так посмотреть, вот вдалеке, очень далеко, возможно, не будет видно, есть буи, вот там, это центральная, да, лебедка. И вот по бокам с правой стороны буй и с левой стороны такой же. Это боковые, да, лебедки? Папиллионажные, да. Папиллионажные называются. И, соответственно, с помощью вот этих лебедок потихонечку, не земснаряд, а землесос, он тянет и углубляет. Вперед. Вперед идет, засасывает песок. И песок уходит по рифулеру и вот туда, через концевой понтон, к берегу. Какая длина? Вот, 400 метров. 400 метров. Рифулера. Каждый понтон по 10 метров. То есть в целом можно, допустим, ну, как бы маневры делать в пределах вот 400 метров и углублять дно. Так, ну в целом, и вот здесь еще обратить внимание, здесь такой экран очень, это как будто это эхолот, да? Нет, это скуп.
система позиционирования. А, то есть там с Управление высокой и точностью, да, да. показывает. А если, допустим, видно, сколько было до прохода, ну, глубина, да? Это вот да? эхолот. Холод, ага, вот 9,5 метра, Да. да? Для того, чтобы вот канал, да, вот этот судоходный был для, ну, всех судов проходимый, какая оптимальная вот глубина должна быть? Ну, вот до какой глубины вот вы углубляете дно? Ну вот сейчас на данный момент на 9-10. На 9-10. Да. Ага. Но потом, когда упадет вода, ну, где-то останется метров 5. А, и этого достаточно да. для судоходства. Да, для судоходства. А до какой глубины может, как бы, ну, вот 14 метров. 14 метров Да. можно углублять? А, то есть Это максимально. серьезная, да, глубина. За один день, ну вот за смену, да, или как вот считается? Ну, за вахту. За вахту, да? Это сутки или Нет, у нас вахта с 8 до 4 по 8 часов. с 8 до 4? Да. За вахту сколько может пройти, допустим? Ну вот в нашем случае мы углубляем до 10, до 9 метров, да? Мгм. Ну, если нормальный песок, Мгм. то, ну, траншей 4 траншеи. А если мерзлота, то траншеи 2. Мгм. Потому что упираешься, ее пока размывает. А, пока по этот. Да. А траншеи это что такое? Это вот ширина нашего ну, этого грунтоприемника Мгм. 10 метров. Мгм. И вот мы идем прямо и прокапываем одну траншею 10 метров. Потом спускаемся, отходим в сторону, еще Рядом. рядом еще 10 метров. И здесь у нас ширина 60 метров. 6 траншей. 6 траншей, 60 метров. Да. А в длину сколько они? В длину у нас сейчас километр. Километр. Вот эта длина лебедки километр Да. получается. То есть принцип какой? Правильно я понимаю, что мы проходим, допустим, за смену несколько раз вы проходите Да. до туда, да? До Нет, того якоря? у нас 100 метров. Это Рабочая зона, да? серия, да, серия по 100 100 метров. по 100 метров. По 100 метров. Потом откатываетесь Ага, обратно. Тут по спускаемся. течению, да, или на двигателе? Нет, на этих как. Вот кормовая лебедка. Вот на ней тянемся вниз. Она нас вниз. То есть Эти травим, вы проходите, и она как бы сзади Да, остается. да. и потом ее выбираем кормовую и вниз спускаемся. Сплавляетесь. И это как бы Сплавляемся. стабильность дает, да, такую? Мгм. Понял. И все, вот на этих боковых спустились, перешли, оттянулись, хоп, посмотрели здесь, хоп, Мгм, сюда, рядом. и поехали. Ага. Это вот это мы сейчас идем, да? Да. Мгм. Ага. Это как бы показывает за нами, да, вот это белое? Это уже Нет, углубленное или это наоборот? нет, наоборот, еще не углубленная. То есть Красная это Красная глубже. Да, углубили уже. вот это масштаб какой вот? Это получается 10 метров, да? Вот эта часть? Да. 10? Тут прям есть оператор тоже смена у него с 8 до 4. Да. Потом я заступаю с 4 до 12. Мгм. И потом ночью с 12 до 8 с торпом. Круглосуточная идет работа. Круглосуточная Круглосуточная работа. Мгм. Да. Ну, и в целом все, в принципе, ну, как знают, что когда работает вот Да, подобные... запрос делают. И мы пропускаем по левому борту. Сюда вот выходит Демьян Бедный, Михаил Светлов. И вы Все, спускаете лебедку. лебедку стравливаем, и Ага. они беспрепятственно проходят. Мгм. Да, все идет как бы так, ну, в таком Ага, порядке. да. Так, что мы еще не посмотрели? Здесь я вижу огромное количество, да, это же тумблеров. Приборы. Ну, очень-очень много. А они за что отвечают? Ну, или это общее управление, да? Да, это вот обороты главного дизеля, который вот 9 СБ сейчас работает. Ага. Небольшие обороты, да? То есть это он 350 оборотов. тихоходный. Ага. Низкооборотистый, да? Низкооборотистый. Но мощный. Да. Мощный.
Так, мы, наверное, еще в машинное отделение спустимся, но так в целом сколько мощности у этого двигателя? 1250 лошадиных сил. Причем, друзья, еще раз напомню, что это не автомобильные лошадки, а прямо какие-то тяговые такие мощные кони. Вот. Ну, в целом, как видите, мы сейчас познакомились с командирской рубкой, да, это называется командирская рубка. Кстати, почему вот есть разница капитан и командир? В чем отличается? Вот, допустим, на небольшом буксире мы были, это капитан. А какой-то большой? Потому что здесь багермейстерство. Ну, на земснарядах, на землесосах багермейстер. Это что такое багермейстер? Ну, вот из-за этого командир и называется, что подразделение такое. То есть это получается как бы больше, вы такой переходный, вы как бы и на земле, и на воде работаете из-за этого? Или нет? Нет, просто, ну, что земснаряд, там, подразделение такое, ну... то есть определенное подразделение речного флота именно, да? Да. Ясно. То есть, видите, как интересно, командир и капитан, тоже есть большая разница. Но в целом, я думаю, мы сегодня еще узнаем много терминов. Вот сейчас я даже вот навскидку, например, забыл, в народе называется кишка, да? Рефулер. Рефулер. Допустим, вот эта часть, которую мы тоже посмотрим, которая именно засасывает грунт, она называется грунтоприемник, но как бы в народе называется сосун. Вот. Поэтому везде, конечно, как и в любой профессиональной деятельности, есть официальные названия, и есть такие, когда нужно быстро, общаться, то есть, чтобы все поняли, как бы, ну, гораздо быстрее сказать сосун, чем грунтоприемник, да, то есть вот это сокращает время и повышает эффективность труда, друзья. Так, ну, с рубкой мы познакомились, сейчас давайте продолжим знакомство, и возможно, что здесь на судне, я думаю, найду какую-то деятельность, где смогу испытать себя. Испытано на себе. Вырабатывает этот ток для разрыхлительного насоса. Итак, друзья, сейчас, как видите, мы в очень шумном помещении, это машинное отделение, причем оно тут огромное. Здесь находится самый главный двигатель, который отвечает за забор грунта, это двигатель 9SB350, мощностью 1250 лошадиных сил. Я говорю, мощность двигателя 1250 лошадей. Да. И сейчас у меня есть возможность провести такое техническое обслуживание. В рамках нашей программы там вроде ничего сложного. И так как Алексей Афанасьевич является командиром-механиком, то, соответственно, он мне покажет, как нужно смазывать клапана. Мы сейчас пойдем. Глядя на вот это, получается, мы, автомобилисты, этого не видим. Это смазывает сейчас механизм клапанов. Обычно в машинах это все находится под капотом, под крышкой. А тут это все на виду, и периодически вот так вот раз в полчаса происходит смазка. Температура здесь просто очень жарко. Хорошо, что сегодня на улице прохладненько. Здесь я уже, вот особенно в этой части очень жарко. Я сейчас все спрошу
просто 1250 тяговых лошадей, огромных, я не знаю, там точно. То есть это не наши автомобильные лошадиные силы. Вот умывальник, руки помойте. А, тут есть еще умывальник. Так. Так, ну, если в той части у нас двигатель на 1250 лошадиных сил, то в этом помещении находится два двигателя по 600 лошадиных сил. Причем как тот двигатель турбированный, так и здесь тоже установлены турбины. И работа вот этих двигателей нужна для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. Они работают как генераторы, и в том числе именно эти двигатели, их здесь два, они также позволяют судну перемещаться, то есть идет привод на винты. Именно с помощью вот этих двигателей судно двигается на винтах. Как мы уже узнали, оно еще и двигается на лебедках, ну, когда идет работа. А когда нужно делать другие маневры, то подключаются винты. Сосун поднимает. Да, он только вон. А, вот же поднимают. Они там А это сейчас заматывается или разматывается? Я хочу это правильно рассказать. Вот туда, и вот просто. ну, ничего. Да, ты этот кормовую на траве выключил. Почти к понтонам подошел. А где этот наш? Вода там будет, да, идти? Со всех сторон будет. Пятерки стоит. Она чисто туда? Назад тоже. Блин. Это промывающие, да? Сильнее? Здоров? Засасывать. А вот которая назад, она как бы рама должна быть. Кого? Нет, подожди. Ниже пойди. Это промывается вот этот грунтозаборник, да? Выключаем? Все, выключаем. Сейчас выключаться будет насос. Итак, сейчас, друзья, мы видели, как был поднят вот этот грунтоприемник, грунтозаборник, ну, по-простому его называют сосун. И сейчас у нас будет процедура, которая называется чистка, да? Да, Познакомьтесь, это Владимир Сафронов. Владимир, как происходит чистка и что нужно делать? здравствуйте. Периодически останавливаемся для чистки. Когда грунт уже не идет, останавливаем главный дизель и поднимаем этот сосун. И идем смотреть. Так, этот лом мне? Да. Прямо туда, да? Опа.
То, что вот здесь лежит, и его Это можно... Это не нормально. критично, Не да. критично. Вот, надо смотреть вот здесь. Тихо, тихо, тихо. Так. А вот в основном смотришь на деревяшки, которые попадают и застревают сюда и мешают, затрудняют этот, Всасывание. Ага. получается. Так, Владимир прямо как заправский профессионал. Да, вот такие вот обычно. Вот торчит. Так, Да. пойдемте. Сейчас. Так, давай. Можно тоже попробую? Да, да. Давай попробую. Давай, двоечка надо делать. Сейчас. Сейчас, я встану нормально. Сейчас я буду шатать, вот так. И на залог. Серьезное бревно. Часто такое бывает, да? Да, Так, ну-ка, вот здесь это у нас. периодически попадаю. Вот сюда воткну сейчас. Ага. Ой, нет, нет. О, Вот. ага, пошла. Расшатать надо. Потом. Ага. Вот я сюда суну. Отпиленная ровненько, да? Да. Да. Как видите, друзья, ничего не подстроено. Реальное бревно. Причем... Давай, я тоже пошатаю. О! Что-то и конца не видно, да? Да, бывает. Такое. Как будто выходит. Чуть-чуть осталось. Да, так. В бок. О! Вот это да! Сколько раз за смену приходится чистить? Ну, 2-3 раза 2-3 раза, да? точно надо. Ага. Так, Но ну, если даже ничего не попало, то Всё для равно. профилактики. Ага. проверяется. А он Да. еще какая-то штучка торчит. Или это ничего? Это не к заборнику, да, относится? Не относится. Это нормально, да? Ёбать. Тогда... О, тут, кстати, да. Мы тут в процессе работы. О! Но не замораешься, не снимешь передачу, испытываем на себе. Так. А, эти тоже чищаем, да? Да, можно, ага. А бывает, что сети попадают, еще что-нибудь. Ну, частично бывает, ага. Ну, часто. Часто даже, да? Часто, да. Сеть там всякие попадает. Блесна. Блесна. Да, Можно коллекцию собрать, да? да, можно собрать. Так. Все вроде, да?
Так, ну что, очистка землеприемника, грунтоприемника окончена, да? Окончено. Все, можно возвращаться. Ну, надо сказать, что бревнышко хорошее попалось. Да. Так, заходим. Так, немножко тут как-то страшновато. Уп. Володик, он быстренько прошел. Да, там. Фу. Ну вот так вот, друзья, во время смены 2-3 раза, да, происходит чистка. И, как видите, действительно, ну, река — это понятно, что и бревна, и различные такой вот ветки, как сказал Владимир, уже и блесна попадается, да? Да. И сети. В общем, периодически очищается землеприемник, грунтоприемник, чтобы продолжить дальше работу. Ну, вот такое вот интересное занятие здесь, на землесосе. Испытано на себе. Да, друзья, как видите, здесь также на самом на палубе, да, видно, что есть такая разметка с цифрами. Это означает метры, на какую глубину уходит вот этот грунтоприемник. Сейчас он на глубине 4 метра. Толкать будете, да? Как видите, друзья, сейчас понтоны, по которым идет грунт намытый, да, который забирает наш вот этот землесос. Соответственно, как видите, сейчас из-за ветра его начинает стаскивать в эту сторону. И мы сейчас увидим в работе именно вот этот буксир, гряда. В прошлом выпуске мы про него рассказывали. И сейчас увидим его в работе, потому что всегда в паре подобное судно работает с таким же буксиром. Во-первых, буксир буксирует, тянет само вот это большое судно до места работы. Причем вот эти понтоны, они разделяются на два и тянутся как бы сзади, да, такой большим таким длинным хвостом. Напомню, что длина вот этих понтонов 400 метров. Ну а сейчас задача буксира в том заключается, чтобы отодвинуть эти понтоны обратно. Сейчас во время чистки давление внутри вот этой трубы упало, то есть вот этот землесос перестал работу свою, прекратил, и из-за того, что давление упало в трубе, начали понтоны двигаться от ветра. Но сейчас, как видите, достаточно легко и непринужденно гряда отталкивает их от землесоса.
Я думал, она прицеплена. А, нет, она не прицеплена, не может же быть. Они же его это... Нет, это другие. Сейчас на эту, на лебедку налетят. Так, сейчас буксир гряда уже прижал к берегу понтоны. Так как ветер стал дуть с той стороны, сейчас экипаж привязывает, ну, я могу ошибаться, да, то есть я стараюсь подобрать такие профессиональные термины, но, в общем, пусть будет привязывает к берегу понтоны. И мы сейчас, я так заметил, там в самом конце вот этих понтонов, напомню, что их длина 400 метров, находится будка, где находится вахтенный лебедчик. Он как бы находится там постоянно на смене, и само судно, оно, конечно, крупное, большое, да, но тем не менее дойти, допустим, из каюты, например, в ту же рубку или еще куда-то, то есть это все недалеко, все компактно здесь находится на самом судне. Но вахтенный лебедчик в каждую смену проходит минимум километр практически, да, то есть ему нужно пройти по всем понтонам, заступить на смену, пройти 400 метров туда и потом также 400 метров обратно. То есть вот даже работая на судне, можно в день наматывать хороший километраж. Вот, и сейчас мы видим их работу. Привязывается понтон. И уже дальше землесос продолжит свою работу. Сегодня в нашем выпуске «Испытано на себе» мы познакомили вас с достаточно интересным судном. Судно, которое формирует дно. То есть для того, чтобы суда спокойно выходили, в нашем случае, из речного порта, если так подводя итоги, грубо говоря, за один проход прочищается, углубляется дно шириной 10 метров. И в целом увидели сердце, да, этого судна, достаточно мощный двигатель. Побывали в рубке, где очень много, помимо того, что командир корабля управляет, да, рулевые и так далее, также есть и отдельный пульт, который управляет самим непосредственно грунтоприемником. Почистили сам грунтоприемник, да, попалось такое хорошее бревно вместе с Владимиром. Я думаю, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. И также увидели, как работают в связке буксир, в нашем случае это гряда, и как они помогают такому большому судну, которое является таким, знаете, оно мощное, тяжелое и неповоротливое, да, его нужно помогать, в том числе и особенно поднимать вверх по течению. Хотелось бы отметить, что вверх по течению данное судно может идти где-то примерно, наверное, где-то 1-2 км в час, а с помощью буксира скорость увеличивается до рекордных 5-4 км в час. Ну и, соответственно, сегодня, я думаю, вы нашли много ответов на свои вопросы, что это за такое вообще судно, которое мы постоянно видим здесь, в районе речпорта, с таким большим длинным хвостом. Вот, и мы поближе с ним познакомились. Ну, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Друзья, всем хорошего лета. Ну и, конечно же, увидимся с вами в следующем выпуске. Пока!